Да, все, можно начинать. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы приветствуем профессиональное сообщество нашей республики и, конечно, Мухина Олега Игоревича, нашего профессионального партнера, который сегодня выступит в роли модератора площадки «Открытый урок Республики Коми по обмену педагогическим опытом использования инновационного модуля «Интерактивная физика». Проект «Интеллектуальная школа» очень важен для нашей республики. И в течение последних месяцев мы активно работали в данной среде. Наши учителя физики и математики сегодня готовы поделиться своими лучшими практиками. Уважаемые коллеги, мы приветствуем наших педагогов, которые сегодня в рамках нашей очной сессии присутствуют на открытом уроке. Мы очень надеемся, что открытый урок сегодня станет хорошим нашим результатом по продвижению модуля «Интерактивная физика». Коллеги, я желаю вам успешной профессиональной работы. Мы надеемся, что данный проект будет в дальнейшем масштабирован на уровне всех образовательных организаций нашей республики. Спасибо. Начинаем работать. Уважаемые коллеги, я присоединяюсь к приветствию Института развития образования Республики Коми и начинаем наш урок, который мы очень долго готовили, с большим трудом, большой любовью, и надеемся, что это будет очень полезный практический опыт всем педагогам, особенно педагогам, которые находятся не совсем близком расстоянии от Сыктывкара. И наша цель была именно такова – подставить плечо тем, кто очень нуждается в этом. Пожалуйста, начинаем наши уроки. Слово сейчас предоставляется Шестаковой Наталье Александровне. Это учитель физики школы номер 26, и ее уроку, ее новинкам и ее находкам. Пожалуйста, Наталья Александровна. Добрый день, уважаемые коллеги. Я Шестакова Наталья Александровна, учитель школы номер 26 города Сыктывкара. На этом слайде представлена краткая информация обо мне. Сегодня мне предоставилась возможность рассказать о своем опыте применения в процессе обучения продуктов программы «Интеллектуальная школа. Интерактивная физика». Мой урок проводился в 11-м общеобразовательном классе. Основной вид деятельности учащихся на этом уроке – самостоятельная индивидуальная работа и работа в микрогруппах. План-конспект урока физики. Тема учебного занятия – модель атома Бора. Форма учебного занятия – урок. 11 класс, курс Мякишева-Буховцева. Физика, 11 класс, базовый профиль. Основные цели урока вы видите на слайде. Предлагаю вашему вниманию технологическую карту урока. В данной презентации я расскажу лишь о некоторых аспектах урока. Итак, этап актуализации знаний. Так как урок проходил после длительного карантина, поэтому пришлось акцентировать внимание именно на этом этапе. В этом мне помог интерактивный плакат «Развитие представлений о строении атома». Этот плакат позволил повторить этапы развития представления о строении атома, повторить и обсудить модели Демокрита, Томпсона, Резерфорда, определить успехи и недостатки моделей. Работа с плакатом включает в себя просмотр видеосюжетов. В ходе обсуждения я подвела школьников к теме урока «Модели водорода по Бору». Важное место в уроке отведено самостоятельной работе учащихся в мини-группах. Класс разделен на 10 групп, по 2 группы на каждую модель по атому Бора. Каждая группа, состоящая из 2 учащихся, самостоятельно по листу заданий
изучает модель атома бора. Для организации работы на этом этапе необходимо предварительно продумать план действий для учеников. Лист заданий индивидуален для каждой пары. Грамотно составленные вопросы помогут школьникам правильно организовать работу с моделью и найти правильные ответы. Для закрепления полученных знаний организована работа по обмену информацией и полученными в ходе компьютерного эксперимента данными. В дальнейшем для контроля и самоконтроля используя репетиторы: состав атома 2, развитие представления о строении атома, переходы электронов и излучение атома, второй постулат Бора. Эти репетиторы различны по уровню сложности, поэтому необходимо заранее продумать, как распределить эти задания среди учащихся. Завершается урок рефлексией, где мы подводим итог изученному, намечаем проблемы для дальнейшего изучения. На этом слайде размещены материалы, использованные в ходе урока. Основная часть – это продукты программы «Интеллектуальная школа. Интерактивная физика». Также были использованы интернет-ресурсы. Представлю анализ проведенного урока. Итак, раздел курса физики «Атомная физика». Форма учебного занятия – это урок повторения, систематизации и обобщения знаний, закрепление умений, самостоятельное определение учебных целей и нахождение способов их достижения. 11 класс, базовый уровень. В моем классе 19 учащихся. Для учителя был подготовлен комплект с модулем цифровой образовательной среды «Интеллектуальная физика», проектор, динамики и экран. Для учащихся 10 компьютеров с модулем цифровой образовательной среды «Интеллектуальная школа». Каждая пара учащихся работала за своим компьютером. На этом слайде мы видим этапы проведенного урока и работу с моделями. Итак, первый этап – это использование плаката о развитии представлений о строении атома, цифровой среды, интеллектуальная школа, атомная физика, полуклассический подход. Интерактивный плакат включает в себя видеоматериал, модели атома, позволяет визуализировать опыты модели строения атома. На плакате учащиеся видят противоречия между моделью и фактическими данными, что дает возможность им самостоятельно разобраться в достоинствах и недостатках каждой модели. На этих слайдах вы увидите работу учащихся с моделями. Итак, мы видим, что мини-группы – это 2 человека. Каждая группа работает по своему листу заданий. Работа с моделями очень эффективна. Эти модели удобны в применении, позволяют учащимся самостоятельно анализировать результаты и закономерности строения атома. На этом слайде также представлен этап работы самостоятельной. И на втором рисунке показан отчеты групп, когда ребята уже представляют свои наработки и делятся с остальными группами. Следующим этапом была работа с репетиторами. На этом слайде показано учащиеся в момент ответов на работы на репетиторе второй постулат Бора. Этот репетитор помогает учащимся в решении задач. Задачи были достаточно сложные, и, как мы видим, ребенок задумался. На этой фотографии учащийся разъясняет классу выводы по своему разделу. Класс живо реагировал, кто-то подсказывал, кто-то задавал вопросы, стараясь по-своему понять происходящее.
Так, мои выводы по использованию интеллектуальной школы на уроке физики. Применение цифровой образовательной среды интеллектуальная школа позволила наглядно и понятно сформулировать задания, разнообразить типы заданий, значительно повысить интерес и мотивацию учащихся к учебной деятельности, пробудить у учащихся тягу знаний, обеспечить интенсивную умственную деятельность ученика. Важным фактором является оригинальная подача учебного материала, что делает работу учеников на уроке творческой. Школьники вовлечены в работу, их работоспособность максимальна, что повышает результативность работы, а это является первостепенной задачей каждого урока. Самое главное, что интерактивные модели помогают ученикам как бы заглянуть внутрь физического явления, понять его суть, и поэтому каждый урок для ученика превращается в маленькое открытие. На таких уроках учащиеся интенсивно работают, обсуждают, делают выводы. Они вместе учились в совместной работе в мини-группах, готовили ответы на поставленные вопросы. Главное достоинство такой работы – равнодушных не было. На мой взгляд, данный комплекс является эффективным инструментом обучения, который позволяет повысить результативность учебного процесса, степень усвоения учебного материала учащимися, выстроить образовательную траекторию каждого ребенка, выявить талантливых и одаренных детей. Благодарю разработчиков интеллектуальной школы за модуль «Интерактивная физика». Хотелось бы получить бессрочную лицензию на электронное учебное издание «Интерактивная физика». Благодарю за внимание. Вопросы как учителю, так и экспертам, которые сидят сейчас у нас и внимательно слушают, какие инструменты, модели, сценарии использует учитель, используя инструменты интеллектуальной школы и свои собственные находки. Пожалуйста, задавайте вопросы в чате, и после окончания мы обязательно все обсудим. Слово предоставляется Куликову Игорю Владимировичу, учителю физики, физмат-лицея интерната города Сыктывкар. Мне хотелось бы представить конспект урока решения задач по теме применения первого начала термодинамики к различным газовым процессам. Урок в 10 классе. Здесь некоторые сведения обо мне. Стаж, место работы. Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми, физико-математический лицей-интернат, учитель физики. На слайде говорится о месте данного урока в рабочей программе курса физики на основе авторской программы Кабардина и Орлова для профильной школы. Мы видим, что повторение материала будет происходить с использованием двух моделей. Закрепление материала через решение задач происходит на основе работы с 6 интерактивными репетиторами. Самоконтроль и самопроверка усвоение учебного материала осуществляется через 1 тренажер и 1 тест. На следующих 2 слайдах демонстрируется план-конспект моего урока физики. Здесь перечисляются цели урока, задачи урока как образовательные, развивающие, воспитательные, какие формируются универсальные учебные действия в ходе выполнения задач урока и какие метапредметные и предметные результаты достигаются в ходе данного урока физики. Подробнее об этом вы можете познакомиться на слайдах. Технологическая карта урока. Здесь отражена деятельность учителя и учащихся на данном уроке физики. На этапе
Организации урока, ну, делаются традиционные вещи. Это организация как этап приветствия, психологический настрой учащихся на учебную деятельность. И здесь же как раз нужно осуществить регистрацию пользователей в системе «Интерактивная физика». На этапе активизации, актуализации знаний ведется фронтальная беседа учителя с учащимися, где в классе ребята отвечают на вопросы, но вот уже и на этом этапе применяются модели, чтобы лучше понять физические процессы, так в частности модель число степеней свободы различных молекул, модель изменения энергии частицы при взаимодействии с поршнем. Эти модели, если ребята сидят вдвоем за одним компьютером, то можно поработать по вариантам. На следующем этапе, целеполагания, учитель организует деятельность учащихся так, чтобы они сами догадались, что на данном уроке необходимо закрепить пройденный теоретический материал. Ну а одним из способов является решение задач, которые на данном уроке осуществляются через продукты интерактивной физики. Здесь используются 3 репетитора по повторению формул нахождения различных величин. Причем эти репетиторы составлены в интересной форме, что способствует активной деятельности учащихся. Затем используются 3 репетитора по расчету различных параметров газа и предлагается решить задачи в основном графического характера. На самом главном этапе урока решения задач учащиеся успевают решить 9 и более задач в зависимости от правильности решения. Это способствует пониманию темы, усвоению материала, вызывает стремление учащихся прорешать как можно больше задач. На контроле и самопроверке знаний на данном этапе используются тренажеры для выявления качества усвоения материала. Ну а на этапе уже рефлексии и подведения итогов раздаются опорные листы учащимся, где они должны закончить предложение. Я научился. Самым трудным для меня было. Есть предложение. Учитель анализирует результаты деятельности ребят и корректирует свою работу на следующих этапах, на следующих уроках. Здесь показано использование литературы основной на уроке и какие модели интеллектуальной школы, в частности интерактивной физики, используются на данном уроке. Анализ проведенного урока. Ну, здесь тоже перечисляется характеристика урока, оборудование, использованное на уроке, перечень интеллектуальных моделей упражнений, использованных на уроке. Если класс в полном составе 24 человека, тогда ребята работают в парах, но в физико-математическом лицее есть возможность на уроках практикумах класс делить пополам, и каждый ребенок работает индивидуально за своим компьютером. Анализ проведенного данного урока физики. Ну, на предварительном этапе, как уже было сказано, дети регистрируются в системе интеллектуальная физика. На этапе повторения используется модель число степеней свободы различных молекул. И здесь мы видим, что работая с такой моделью, учащиеся обращают внимание на все основные закономерности и в движении молекул газа, начинают лучше представлять себе, что такое степень свободы движения молекул. Ребенок конкретно видит и понимает, почему у одноатомных молекул 3 степени свободы, у двухатомных 5, у 3 и более атомных 6. Ребенок сам перемещает такие молекулы в пространстве, вращает их, и тем самым становится окончательно понятным, что такое степень свободы. На следующей модели, которая тоже идет на стадии повторения материала, изменение энергии частицы при взаимодействии с поршнем. Работая с этой моделью, учащиеся лучше представляют себе, почему газ нагревается при его адиабатном сжатии, почему газ охлаждается при его адиабатном расширении. Дети видят, что двигая поршень так, чтобы газ уменьшал свой объем,
молекулы движутся быстрее, тем самым растет температура. Ребенок может изменить скорость движения поршня. На стадии расширения тоже может изменить скорость движения поршня и увидеть, как это сказывается на температуре газа. То есть ребенку становится окончательно понятным, почему же и как протекают данные физические процессы в газах. Следующие репетиторы – это уже репетиторы, которые позволяют использовать формулы для вычисления изменения внутренней энергии газа, расчет работы газа в различных процессах, нахождение количества теплоты. Причем репетиторы составлены так, что, заполняя таблицу, здесь есть и соревновательная составляющая, интересная составляющая, историческая составляющая, что лучше расширяет представление ребенка о газовых процессах. После каждого репетитора работы с формулой работают модели, позволяющие решать от 3 до 6 задач в зависимости от того, как ребенок усвоил тему. Тем самым сильные учащиеся работают в быстром темпе, более слабые выполняют больше заданий, пока не усвоят метод решения задачи. Заканчиваются данные модели тем, что итоговые задачи позволяют обобщить то, что было пройдено ранее, и модели завершают выполнение учащимися серии связанных заданий и решение многошаговых задач на повторение формул и вычисление различных величин с опорой на графики процессов. На этапе контроля ребята используют тренажеры, которые применяются для самопроверки знаний. Так, в частности, вот тренажер «Первое начало термодинамики» уже в целом, а не по частям, позволяет обобщить, систематизировать знания по данной теме. Можно выполнять это задание в парах по вариантам. И учащемуся, и учителю виден результат работы в системе мониторинга. Заканчивается работа выполнением теста самопроверки «Первый закон термодинамики». Этот тест применялся с целью самопроверки освоения темы на этапе контроля и самопроверки знаний. Удобно, что тест можно выполнять в любой последовательности. Наглядно виден результат. Учителю виден результат работы учащихся в системе мониторинга, что позволяет сделать выводы об усвоении знаний учащимся и внести коррективы в работу. Анализируя данный урок, хотя лицеисты пока не так долго работают в этой системе, менее года, однако нашлось много положительных моментов, о которых хотелось бы заявить. Применение цифровой образовательной среды, интеллектуальная школа, интерактивной физики позволяет реализовать индивидуальный подход в обучении при 100% охвате класса активной работой. В результате достигается заметное повышение объема и качества знаний, умений и навыков. Значительно повысить интерес и мотивацию учащихся к учебной деятельности за счет наглядности и ясной формулировкой задания, разнообразием типов заданий. Во время манипуляции учащегося с интерактивными проектами экспертная система фиксирует действия учащегося, результаты его, и в результате можно обнаружить отклонение поведения учебного объекта, представленного в интерактивном проекте от запланированного. Экспертная система производит коррекцию действий учащегося. Эффективное применение тренажеров, моделей, репетиторов и тестов в учебном процессе позволяет значительно уменьшить число ошибок, увеличить скорость манипуляции и принятия решений, сократить время обучения, более адекватно оценивать уровень полученных знаний и приобретенных навыков. Также позволяет оперативно и объективно оценивать учебные достижения учащихся, так как это делает сама система мониторинга. Ну и развивать навыки рефлексии и оценки реального уровня своих достижений.
Мне хочется поблагодарить разработчиков интеллектуальной школы за модуль «Интерактивная физика» и надеяться на дальнейшее совершенствование данной цифровой образовательной среды. Спасибо за внимание. Продолжаем наш открытый урок. И слово предоставляется учителю школы города Сыктывкара, школы номер 18 города Сыктывкара, Светлане Валерьевне Рубцовой. Пожалуйста, Светлана Валерьевна. Меня зовут Светлана Валерьевна, и я хотела бы рассказать вам про урок обнаружения магнитного поля по его действию на электрический ток. На данном слайде представлена некоторая информация обо мне. Урок обнаружения магнитного поля по его действию на электрический ток. Правила левой руки был разработан в соответствии с программой основного общего образования по физике для учащихся 9 классов на основе авторов учебника по Перушкину Буднику для 9 класса. Урок проводился для учащихся 9 класса школы номер 18. 9 обычный класс, в котором обучается 27 человек по федеральному компоненту государственного образовательного стандарта. В основной массе это дети с хорошим уровнем способностей и средней мотивацией к обучению. Урок строился на деятельностном методе обучения, и целью занятия было сформировать следующие универсальные учебные действия. Умение самостоятельно выполнять задания по предложенной схеме, навыка работы с интерактивными моделями, навыка экспериментальной деятельности. И в ходе урока решались типовые задачи для формирования предметных результатов, таких как знать правила левой руки, как от чего зависит сила ампера, уметь описывать и объяснять физическое явление действия магнитного поля на проводник с током. Урок был проведен по следующему плану. В начале урока ребятам было предложено восстановить текст с целью актуализации понятий, таких как электрический ток, магнитное поле, назначение прибора компас, закономерности взаимодействия проводников с током, направление магнитного поля постоянного магнита. Затем была создана проблемная ситуация по слайду презентации к уроку силы гравитационного и электромагнитного характера, через которую ребята выходят на тему урока и формулируют учебную задачу. Также выстраивают последовательность работы на уроке согласно общего плана изучения сил. Далее идет демонстрация опыта по обнаружению силы ампера со стороны магнитного поля. По ходу наблюдения и зарисовки эксперимента в тетрадях приходим к выводу о правиле для определения направления силы, которая действует на проводник с током. При помощи текста учебника приходим вместе с ребятами к выводу об обоснованности названия силы. Ну а далее при помощи интерактивных моделей учащиеся выясняют зависимость силы ампера от силы тока, магнитной индукции и длина активной части. Для первичного закрепления знаний, то есть правила левой руки, использовались интерактивные модели для решения типовых задач. Мы определяли направление силы ампера, направление силы тока по заданной силе ампера и направление магнитного поля по заданной силе ампера. В конце урока мы возвращаемся обратно к проблемной ситуации. Ну и дети успешно приходят к выводу, что все силы природы имеют общие свойства, также имеют какие-то границы применимости. На уроке использовались учебник, интеллектуальная школа со своими моделями и репетиторами, а также интернет-ресурсы для создания презентации к уроку. По характеристике урока я вам уже рассказала. По анализу. С данной
цифровой средой интеллектуальная школа «Интерактивная физика» с отдельными видами моделей, тестов, принципами работы и оценки результатов тестирования мы уже работаем вместе с ребятами с апреля прошлого года. Поэтому ребята достаточно легко находят нужную модель и знают, что необходимо делать в конкретном случае. А если отдельно остановиться по моделям, которые использовались на уроке, то модель действия магнитного поля на ток помогает учащимся разобраться, как и от чего зависит сила ампера. То есть по этой модели ребята выясняют, что действительно сила ампера зависит прямо от величины магнитного поля, от величины силы тока, а также длины активной части проводника, находящегося в магнитном поле. Модель действия магнитного поля на подвешенный проводник с током очень наглядно показывает, что эта сила может увеличиться или уменьшиться в зависимости от изменения одного из параметров. Единственным, наверное, недостатком данной модели является то, что магнитное поле нарисовано в плоскости. Ну, ребята очень быстро ответили на этот вопрос, потому что если бы рисунок был, линии магнитного поля были бы нарисованы не в плоскости, а по всему объему данной модели, то, наверное, мы бы не увидели, что действительно поле действует очень сильно на проводник, который подвешен на нитях. Следующая модель в интерактивной физике – это репетитор определения направления силы. Здесь мы с ребятами коллективно определяли направление силы. Очень удобная модель для отработки навыков определения направления силы ампера, вариативность ответов, наглядность. То есть тут прям нарисовано все, что очень удобно для того, чтобы отрабатывать эти навыки. С репетиторами определения направления силы тока и направления вектора магнитной индукции по заданной силе ампера тоже очень удобно в плане того, что ребята не боятся ошибаться, они тут же вспоминают, что к чему и как прикладывается. То есть мы решаем одну и ту же задачу во всех вариациях. Ну и какие выводы можно сделать по использованию интеллектуальной школы на уроках физики. Применение цифровой образовательной среды позволило наглядно и понятно сформулировать задания к урокам, разнообразить типы заданий. Согласно данным моделям, мы очень сократили время для зарисовок, повышаем интерес и мотивацию к учебной деятельности, а также интенсивную умственную деятельность ученика. Также важным фактором является оригинальная подача учебного материала, что делает работу ученика на уроке творческой. Школьники все 100% вовлечены в работу, их работоспособность максимальна. Ну, а это, естественно, первостепенная задача каждого урока. Все учащиеся интенсивно работали, обсуждали, спорили, очень радовались своим правильным ответам, но задание выполняли достаточно быстро, поэтому успели просмотреть не только то, что было задано, но и еще некоторые задания по этой теме. На мой взгляд, комплекс является очень эффективным инструментом обучения, позволяет повысить результативность учебного процесса. Ну и как пример хочу привести такое, что на следующем уроке была самостоятельная работа по пониманию правила левой, а также правой руки, так как сила Лоренца была задана на домашнее изучение. Мы перед тем, как писали самостоятельно, еще поработали с тренажером определения направления магнитной силы. И после уже работы с тренажером ребята 100% качественно выполнили данное самостоятельное задание. Спасибо всем большое за внимание. Слово предоставляется еще одному участнику в подготовке открытого урока. Это учитель школы номер 24 города Сыктывкара Чупровой Екатерине Павловне. Пожалуйста, Екатерина Павловна. Учитель физики 24-й школы города Сыктывкар. На сайте представлена на этом слайде представлена краткая информация обо мне.
Урок давления твердого тела разработан для учащихся 7 класса. Основной вид деятельности учащихся на уроке – самостоятельная индивидуальная работа и работа в микрогруппах по изучению нового материала с помощью продуктов программы «Интеллектуальная школа. Интерактивная физика». На слайде представлена план урока, тема учебного занятия давление твердого тела. Форма учебного занятия – урок изучения нового материала с первичным закреплением. Основные цели представлены ниже слайда. На данном слайде представлена технологическая карта урока физики на тему давления твердого тела. Урок состоит из 7 этапов. Урок начинается с организационного момента. Актуализация знаний позволяет обучающимся обеспечить знания по изученному материалу. В ходе составления кластера была поставлена задача для дальнейшего работы на уроке и самостоятельная тема урока. Следующий этап был изучение нового материала. Для изучения нового материала мы использовали модель физики давления твердого тела на опору. С помощью этой модели мы заполнили таблицы. Закрепление нового материала происходило по 3 заданиям, взятым из интерактивной физики. Они позволяют учащимся увидеть, как зависят величины наглядно. В шестом этапе у нас была рефлексия решения теста, где мы вывели о том, что дети изучили тему хорошо. Дальше перед вами список использования литературы. Для составления этого урока использовался учебник физики 7 класса Пёшкин, интеллектуальная школа интерактивная физика и интернет-ресурсы. Анализ проведения урока физики представлен на слайде. Для изучения нового материала мы использовали модель давления твердого тела на опору. Эта модель удобна тем, что при изменении величины можно обратить внимание на все основные закономерности поведения величин. Для закрепления нового материала мы использовали задания, такие как зависимость давления твердого тела на опору от его массы, задание зависимость давления твердого тела от площади на его опору. Это позволяет учащимся самостоятельно закрепить и проконтролировать, в чем у них есть неточности. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, сейчас мы с вами увидели 4 урока и построение их. Сейчас мы вам покажем небольшие фрагменты с 2 уроков, когда вы посмотрите, как инструменты интеллектуальной школы используют дети, насколько быстро они реагируют и делают выводы. Пожалуйста.
Электронная рабочая дата, указанные частоты света, излучаемого и излучаемого при переходах между ними. Да, согласно. Больше энергии получаем меньше. Е4 минус Е2. Хорошо. Камера боится страшно. Это ваши, да? Да, это мои. Так, H4. Задание было вставить пропущенные слова так, чтобы получился текст по истории развития Да, мальчик и девочка. строения атомов. А эта вот девочка, которая сейчас отвечает, она очень далека от физики. И даже для нее это что-то нашлось. Да? Да. Но она уже поняла, какие модели были, в чем их особенности, слова правильно ставила, я уже довольна. У меня с текстом тоже больше комментариев, чем да, да. Неясные моменты теории. Где находится электрон в процессе перехода с одной орбиты на другую? Как вы считаете? А может он мгновенно перейти с одной орбиты на другую? Нет. С точки зрения элементарности, он произойти мгновенно не может. А вот
Уважаемые коллеги, во время подготовки к уроку с нашими педагогами работали эксперты. И это авторы разработки и проектировщики интеллектуальной школы. Руководителем группы экспертов работал заслуженный учитель России, учитель физики, педагог с 43-летним стажем, выпускник Московского государственного университета, выпускница Нина Николаевна Медведева, заслуженный учитель России, я еще раз повторю. И вот свои оценки всей экспертной группы Нина Николаевна сейчас вам расскажет. Пожалуйста, Нина Николаевна. Здравствуйте. Я хочу посмотреть статистику. Пожалуйста, включите. Первое, на что я обратила внимание, это на то, что у нас попали все классы, так случайно выбирали учителя свои уроки, а получилось, что и в 10, 9, 7 и 11 классы мы показали, как можно использовать наш продукт для детей разного возраста. Даже мне самому было интересно, как это случайно это получилось замечательно. Очень разный стаж работы наших коллег. 3,5 года, 17 лет, 27 лет. Вот когда мы готовили такой материал, были дискуссии. Мы давно начали эту работу. И говорили, что молодые коллеги быстро это все освоят, а вот коллеги с возрастом могут отказываться от наших предложений, потому что у них есть свои методики. И вот сегодняшний семинар показал, что как раз люди, которые имеют свои методики, легко включают наши материалы в свои уроки. Есть специальные школы, которые сегодня приняли участие в работе. И мы начнем с урока дальше. Наталья Александровна. Вот первые мои эмоции были: спасибо за урок, просто здорово. Когда мне предложили поучаствовать в программе работы по созданию такого диска, я сначала отказывалась. Я не очень понимала, зачем компьютер должен быть на уроке физики. Потом догадалась о первой причине, которая нам может быть оправданием, что мы используем компьютер на уроке физики. Не все можно показать на уроке. Атомную физику мы не сможем проводить в виде лабораторных работ. Поэтому Наталья Александровна выбрала именно такую тему, которая доказывает, что есть необходимость в создании компьютерных моделей, и все можно сделать натурным экспериментом. Так вот, у Натальи Александровны получился урок, который максимально использует преимущества инновационного модуля. Интерактивная физика. Наталья Александровна и так, и до наших, я думаю, материалов была совершенно современным педагогом. Обратите внимание, у нее дети умеют говорить, у нее дети умеют делать выводы, умеют анализировать работу. И обычные учителя, которые так работают, все-таки готовили карточки, готовили какие-то эксперименты. И в эту методику легко вписался компьютер с нашими цифровыми элементами. Вот когда я анализирую урок Натальи Александровны, у меня был один только восторг от того, как учитель умело сочетает свой опыт и легко включает современные компьютерные цифровые технологии. Урок Игоря Владимировича я назвала блестящим. Мы очень много работаем с коллегами из разных регионов и в Пермском крае. Вот такого урока не придумал для него никто. Уроки повторяются довольно часто. Коллеги ведут одинаковые уроки, и это вполне естественно. Вот урок Игоря Владимировича для меня был лично тоже открытием. Когда мы только начинали создавать этот продукт, был вопрос: а что будет для углубленки? И когда мы встречаемся с коллегами, а что для углубленки? Я всегда называла какие-то отделы, какие-то задания, а сейчас я буду совершенно по-другому отвечать. Я буду отвечать так. Любой объект, любая модель может быть объектом для погружения в физику, потому что это зависит не только от того, кто разработчик, а от того, кто учитель. Вот Игорь Владимирович, я считаю, стал соавтором нашего диска, потому что он придумал такой урок, который, конечно же, я бы с удовольствием привела, поучившись у него. Но я вот сейчас не работаю в школе, работаю в другом месте. А вот если коллеги будут думать и говорить, когда я показывала такие уроки, мне очень часто говорили, это не для наших детей, это для умных детей, то я с ними не соглашусь, потому что, конечно, Игорь Владимирович
провел урок для умных детей. Дети были готовы к такому уровню урока. Но я бы очень советовала приглядеться к этим элементам урока и брать на свои уроки обязательно. Это просто уникальный урок. А вот урок Светланы Валерьевны я назвала обучающим, потому что для меня это эталон урока. Почему эталон? Я, правда, сопротивлялась включению в работу с компьютером. И все время говорила, учителя будут пренебрегать экспериментом, они будут вместо эксперимента показывать компьютерные модели. Обратите внимание, это урок сочетания эксперимента и отработки навыков на компьютерных моделях. Вот я считаю, так должны быть выстроены большинство уроков, которые используют компьютер. Потому что дети и так оторваны от действительности. Если мы не будем включать экспериментальные работы, то будет очень грустно. Светлана Валерьевна, вам огромное мое персональное спасибо. И еще раз подчеркиваю, что урок, сочетающий эксперименты и компьютерные модели. Хотелось бы, чтобы, если коллеги будут заниматься нашим модулем, обязательно не забывали о том, что натурные эксперименты из урока убирать нельзя. Урок Екатерины Павловны назвала современным и динамичным. Обычно семиклассников очень трудно научить чему-нибудь, типа исследования, типа наблюдения. Потому что если, например, летит птица, они, конечно, будут наблюдать полет птицы, а вовсе даже не физическое явление. И вот у Екатерины Павловны так удачно сложилась программа этого урока. Я позавидовала ее умению строить такой урок, чтобы детям было не скучно, чтобы он менял свои виды деятельности. И эти виды деятельности увлекали детей в работу, и дети все принимали активное участие в этой работе. Урок влюбляет семиклассников в физику, и это особое спасибо Екатерине Павловне, потому что у нее очень маленький стаж работы, у нее большое будущее, я надеюсь. И она так волновалась, когда рассказывала про свой урок, я подумала, что опыт к ней придет, она будет с большим достоинством рассказывать о том, как удачно она работает с детьми, и как их влюбляет в физику. Уважаемые коллеги, у нас остался еще один очень интересный модуль интеллектуальной школы, который наши учителя тоже используют. Это измерение. Измерение и выстраивание с помощью этих измерений индивидуальной траектории обучения ребенка. Система мониторинга, которая прекрасно работает и включена в интеллектуальную школу. Мы сейчас покажем возможности этой системы мониторинга как для учителя, для ребенка, для родителя, для руководства школы и для управления регионом, конечно. Пожалуйста.
Когда мы только думали о том, чтобы создать такой продукт, интеллектуальная школа, мы ставили себе задачу, видя наших современных гаджетных детей, что мы должны создать такой продукт, который позволит использовать именно знания нашими детьми современных технологий и их тягу к тому, чтобы все технологии должны были быть универсальными, можно было бы разбирать, собирать и так далее. Лего. Некое лего для ребенка. Это была первая задача. Вторая задача была – это создать такой инструмент для учителя, который не просто помогает ему делать невозможное, показать то, что нельзя увидеть, составить из того, чего нельзя создать и так далее, но и действительно учителя и ребенка поставить на один пьедестал, чтобы они могли работать одними и теми же инструментами. Это была вторая задача. И третья задача была все это собрать так, чтобы это была технология. Ведь не просто так технология – это то, что гарантирует результат. Естественно, с известными затратами и с заданным качеством. Вот интеллектуальная школа – это технология, которая гарантирует образовательный результат, то есть она обязательно проведет каждого ребенка к той самой образовательной цели, которую ставит учитель. Интеллектуальная школа – технология. Именно поэтому я вам приведу пример Пермского края, потому что в Пермском крае дольше всего используется эта технология, 4,5 года уже. Более того, все 900 физиков Пермского края прошли курсы повышения квалификации и умеют работать в интеллектуальной школе. Не просто так. Каждый год пермские дети ЕГЭ по физике пишут на 9,2% выше всех детей России. Это не чудеса. Это как раз результат технологии, которая обязана гарантировать результат. Я сказала слово 13, именно в какой-то год, наверное, это было 2 года назад, пермские дети написали ЕГЭ по физике выше всех детей России на 13%. Еще раз говорю, что это не чудеса. Сегодня мы пытаемся такой же результат получить и в Республике Коми. Пока еще прошло слишком мало времени, и педагоги республики только-только начали внедрять свой продукт в учебный процесс. Но технология обязана гарантировать результат. И результат этот обязательно будет. Обратите, пожалуйста, внимание именно на систему мониторинга, которой сейчас уже успешно пользуется и Министерство образования Республики Коми. И только для того, чтобы каждый раз при возникновении каких-то, может быть, ситуаций подставить плечо. И это главная задача системы мониторинга – видеть детей, помогать детей, никого не ругать, найти узкое место и быстренько поправить. Поэтому сейчас я предоставлю слово Савиной Юлии Анатольевне. Это заместитель начальника отдела развития общего образования Министерства образования Республики. Пожалуйста, Юлия Анатольевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Я бы сказала, добрые соседи из Пермского края. Мы рады вас всех приветствовать. Хотелось сразу же поблагодарить за то, что мы вот в таком режиме диалога первый раз проводим открытый республиканский урок по учебному предмету физика. И, конечно же, хочу сказать очень большую благодарность нашим учителям физики, которые сегодня здесь продемонстрировали уже тот опыт работы, который они получили за период использования интерактивной физики. И мы видим, что этот опыт дает уже положительные, такие хорошие, значимые результаты. И надеемся, конечно же, на продолжение реализации данного проекта. В целом по Республике Коми у нас уже есть достижения. Если мы начинали с того, что в системе мониторинга с использованием сети интернет в данной системе работали порядка 3 школ, то сейчас это уже свыше 50 школ. Если начинали с того, что 24 человека, то сейчас это уже свыше 2000 детей. То есть это говорит о том, что потихоньку наши педагоги встраиваются в данную систему работы, начинают ее пробовать, использовать, применять
в штатном режиме в образовательном процессе. И эта технология еще позволяет ведь и отвечать требованиям сегодняшнего образования. Это такой очень уверенный курс на получение детьми инженерного образования. И как раз эта технология тоже способствует проведению определенной профориентационной работы в области инженерного образования. Мы понимаем, что эта технология нужна, важна, давайте ее вместе использовать для того, чтобы наше качество образования было на очень высоком, достойном уровне, и наши дети радовали нас достижениями высоких результатов. Спасибо. Может, вопросы будут? Может, будут вопросы? Да, пожалуйста. Уважаемые коллеги, здесь. Может быть, будут пожелания от наших коллег, Игорь Владимирович, пожелания коллегам Республики Коми, пользуясь такой возможностью. И посмотреть в следующем раз поступили предложения вживую посмотреть данные уроки. Думаю, вот как раз сегодня сделайте приглашение школы, в нашей школы республики, другим коллегам из школ нашей республики, чтобы познакомились с вами. Пожалуйста, Игорь Владимирович, скажите. Потому что тут подключены же наши педагоги, правильно? Мне остается призвать моих коллег активнее участвовать в этом проекте, потому что действительно он очень уникальный, с мощной мониторинговой системой, с мощной обучающей системой. Поэтому я буду только рад, если нас будет становиться все больше, больше и больше, потому что это такой неисчерпаемый источник работы. Возможно, такое пожелание, чтобы у детей эта система была и дома. Например, можно задавать домашние работы, да, когда ребенок приходит домой и делает и домашнюю работу в том числе. Возможно, что-то мог не успеть на уроке. Можно прийти также домой и доделать данную работу. Поэтому я думаю, что, наверное, это очень интересный, уникальный проект, и у него наверняка есть будущее. Я поддерживаю эту проект. Спасибо огромное, Игорь Владимирович. Что касается приглашений, то педагоги из Сыктывкара сейчас проводят фестиваль уроков с использованием ресурса интерактивной физики. Следующие открытые уроки будут 6 марта. И мы от души вас приглашаем, все, кто могут, приезжайте, будем рады. Уважаемые коллеги, я хочу рассказать еще об одной уникальной способности интеллектуальной школы. Дело в том, что в других регионах тоже работает интеллектуальная школа, причем там, где она работает по нескольким дисциплинам в одной школе, а именно по физике, по математике, по русскому языку, по химии, по алгебре, геометрии, удивительный синергетический эффект возникает. Учителя начинают обмениваться с какими-то своими уроками, какими-то идеями. И дети, которые на многих предметах начинают использовать вот именно инструменты технологии, результат достигается намного быстрее. Дети привыкают использовать всегда этот инструмент. И, конечно, эффект мы видим уже и в простых школах. Уникальность еще и в том, что любые дети, это и лицейские дети, и дети общего, работающие по программе общего образования, и дети на индивидуальном обучении. Есть такие у нас детки, у нас есть собственная программа благотворительная нашего института, и вот таким детям мы ставим прямо домой этот продукт. С Министерством Республики Коми тоже можем обсудить вот такой вот проект. Поэтому эффект будет гораздо больше, если вы будете использовать совместно этот продукт по многим предметам. Так что сейчас на настоящий момент у нас полностью готовы к поставке геометрия, алгебра. Очень удивительный эффект пошел по геометрии у нас. Там, где регион
поставил геометрию во многих школах. Ни для кого не секрет, что когда не были вопросы по геометрии включены в раздел ЕГЭ, то произошло, конечно, отставание по изучению этого предмета. И сейчас дети даже не выбирают раздел по геометрии, когда отвечают на вопросы, когда пишут экзамен ЕГЭ по математике. И вот когда мы подключили модуль по геометрии, вот только-только начинается проглядывание результатов применения технологии. Тоже геометрия пошла, балл по геометрии пошел в рост. Поэтому сейчас у нас полностью к поставке готовы и алгебра, и геометрия, и химия, что немаловажно, и физика, конечно, и русский язык. Уважаемые коллеги, наш урок подходит к концу. И если у вас нет никаких вопросов, я от всего сердца благодарю участников открытого урока, тех, кто подготовил этот открытый урок, конечно же, наших замечательных педагогов, Институт развития образования Республики Коми, Министерство образования Республики. Вы большие молодцы. И, конечно, в этом регионе у нас обязательно все получится. У нас еще регион будет звенеть на всю Россию. Спасибо вам огромное за работу. Всего вам доброго и успехов в работе. Коллеги, тоже большое вам спасибо за работу. И, конечно же, хочется поздравить прекрасную половину человечества, нас, женщин, дорогих и любимых, с наступающим праздником 8 марта. Всем счастья и любви. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо вам и вас тоже всех с праздником. До свидания.